Нияз Ягафарович Габасов сегодня намерен подавать в суд на специалистов Межрайонного комитета Министерства природопользования и экологии Республики. Мужчина утверждает, все предъявленные ему обвинения беспочвенны. Напомним, в марте нынешнего года, после серии звонков, поступивших экологам от жителей улиц Набережная и Мирная, они провели свое расследование, в ходе которого выяснили, Ниязом Ягафаровичем были спилены несколько тополей вдоль реки Карагайлы. По заявлениям экологов, данная зона еще в 90-х годах прошлого столетия решением Совета городского округа была признана зеленой зоной. Растущие здесь деревья выполняли защитную функцию, укрепляли берег реки и защищали от размыва в период паводка. Специалисты отметили, рубка зеленых насаждений без специального разрешения запрещена. И потому в отношении гражданина Габасова было вынесено постановление о назначении административного наказания и предъявлен ущерб по вырубке деревьев. Сам Нияз Ягафарович утверждает, участок возле реки он не захватил самовольно. Им было написано заявление на имя главы администрации города, чьим постановлением была утверждена схема расположения земельного участка под огород. По факту на сегодняшний день, значит, после моего заявления на имя Сулейманова было дано распоряжение, значит, о оформлении этого участка и заключении аренды. Вот, что я и совершил. Все документы я вам предоставил для обозрения, что все здесь законным образом. По факту, значит, того, что сделали санитарную обрезку тополей, но их никто не уничтожал, можете сами убедиться, что они до сих пор растут. И от того, что было, сейчас они имеют эстетическую форму. Вот. Для того, чтобы вести здесь хозяйственную деятельность, эти деревья, конечно, мешали. И жители до сих пор, я думаю, будут не против, если вообще бы сделали предписание администрации почистить русло реки. Между тем, у экологов своя точка зрения. Обрезка деревьев на данном участке была зафиксирована ими в начале марта, тогда как договор аренды между Габасовым и представительством Министерства земельных и имущественных отношений Республики по городу Сибай был заключен только 28 апреля. Изначально он что сделал? Он срубил эти деревья, соответственно, потом только начал процедуру оформления документов. Также подтверждается это письмами, мы писали в администрацию для установления фактов, в ходе которого они объяснили, что да, постановление города за подписью главы было на утверждение схемы, но при этом договор на тот момент отсутствовал. То есть он фактически произвел рубку, потом начал оформлять документы. Фактически это является административным правонарушением, в том числе. На текущий момент мы видим такую ситуацию. Водным законодательством установлена общая доступная береговая полоса. То есть 20 метров люди свободно могут передвигаться именно по водному объекту на границах, то есть по суше. Вот, на текущий момент мы видим вот какую картину. Полностью территория огорожена, свободного доступа нету. Вот видите, если дальше посмотрите, там захламление территории. То есть это уже непосредственно возле водного объекта. То есть любой гражданин имеет право передвигаться и общий доступ к водным объектам. На текущий момент у нас установлен другое правонарушение. То есть изначально это рубка лесных насаждений, а тут уже ограничение доступа людей к водным объектам. Нияз Ягафарович вспоминает, в этом месте прошло его детство. Еще мальчишкой вместе с друзьями он купался в когда-то полноводной реке Карагайлы. На сегодняшний день ее и рекой-то назвать сложно. Как утверждает мужчина, она даже не обозначена на архитектурном плане, так о каком нарушении может идти речь. И если уже выдвигать обвинения, то тогда против всех, кто проживает по соседству. Ведь их границы участков, по всей видимости, тоже не соответствуют природоохранным нормам. Окончательную точку в этом непростом споре должен поставить суд. В ближайшее время Нияз Габасов намерен обратиться туда с заявлением на экологов. Лена Кириллова, Нияз Мирхайдаров, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина для службы новостей.